«Не человека красит одежда, а человек одежду», гласит народная пословица. Взглянув же на национальный наряд ингушей, можно сказать, что он подчеркивает все лучшие качества, присущие представителям народа – скромность, красоту, практичность и чувство вкуса. В Музее изобразительных искусств Республики Ингушетия мы смогли увидеть наряд горца и горянки, шитый совсем недавно, но с соблюдением технологий, которыми пользовались наши предки, и черкеска, которая чуть ли не 100 лет. Заместитель директора музея Ася Евлоева рассказала о нарядах и из чего они состоят. Здесь представлен парный наряд, это мужской. Здесь представлен бешмет, который подобран очень удачно по стилю и цвету. Сверху, как мы уже знаем, это черкеска. Сверху накинут башлык, тоже которым авторы попытались соблюсти все нормы старинного кроя. Ну и закрывается она папахой по исполнению уже другого автора. К папахам, мы знаем, она изготавливалась из каракуля, и у нас здесь представлен тоже экспонат. Ну и дополнил этот мужской наряд предметы декоративно-прикладного искусства, изделия из серебра, кинжал, нагрудные газыри и пояс с серебряными накладками. Женский наряд состоит из нижнего платья, которое украшено атрибутами традиционного национального костюма – ожеркаш. Это такие накладки, которые делаются внутри платья, напоминающие фартук. И вторая часть – это накидка с роскошными подугами, которая подчеркивает всю красоту и стать ингушской девушки. Женский наряд завершает сумочка, кисета, которая также расшита в национальном стиле. Мы можем отметить и некоторые элементы декора. Это современные кисти. Ну а крой и посадка соответствуют всем нормам. Мы знаем, что традиционные наряды народов Северного Кавказа, они в основной своей такой массе, они и созвучны, и похожи, потому что очень многое заимствовалось друг у друга, и поэтому здесь авторы соблюдают тоже нашу традиционную такую часть. Это ингушские орнаменты, которые они исполнили, ручная работа. Здесь используется и бисер, и стекляр, и такое исполнение – это очень сложный и тяжелый ручной труд, который авторы, мы считаем, что очень удачно выполнили. Ася рассказывает, что эта черкеска является экспонатом уникальным. Ей чуть ли не 100 лет, но при этом она очень хорошо сохранилась. Это костюм, который был подарен в дар нашему музею наследниками этого обладателя этого наряда. И по словам дарителей мы узнали, что это традиционная черкеска и бешмет, они побывали и в ссылке, пережили все эти суровые годы и в такой прекрасной сохранности до сих пор. Это старинный крой, ансамбль из 2 нарядов. Внутри здесь бешмет. Здесь представлен бешмет длины такой до колен. Мы знаем, что бешметы бывают и покороче, но здесь еще очень интересная деталь. Судя по тому, как подбит интересно хлопчатобумажной тканью этот наряд, даже можно судить об эстетическом вкусе обладателя, потому что заказы давались, подбирались действительно очень тщательно ткани. И посмотрите, какая сохранность этой хлопчатобумажной ткани. Она сейчас ушла в старину и не является таким востребованной такой тканью, но тогда именно здесь представлена набивная хлопчатобумажная ткань и очень такая прям уникальная сохранность. При пошиве черкески использовали домотканую ткань, которая по своей структуре является очень плотной и жесткой, и поэтому под ней одевали хлопчатобумажный бешмет. Действительно, она красиво держит форму. И рукава, из-за того, что ткань такая не мягкая, она очень красиво держит форму. И здесь и фиттингеш, про наши традиционные, эти пуговички, они настолько миниатюрно сделаны. Мы многие привыкли видеть фиттингеш такого большого размера, а тут очень маленькие, мизерные, настолько, что когда мы пытаемся их застегнуть, их очень сложно туда в петличку вставить, и поэтому насколько
нужно было иметь терпение, такую любовь к этому наряду, чтобы его вот так вот, хоть и сложно, но все-таки одевать. Здесь сохранились очень прекрасно вот эти крючки, за что цепляются. Видите, насколько и фитинг здесь, видите, как бы, он как бы, вот здесь немножко он выступает обманкой. Посмотрите, как красиво. Она не застегивается, но она сделана как уже более сейчас, да, современно мы пользуемся. Внутри вот застежки, а тут вот имитация вот этого фитинга, именно вот здесь вот. Внутри, да, вот в бешмете это вручную, вот они завязываются, а здесь просто за крючки. Тоже вот очень интересный элемент. Ну и, конечно, надо сказать про самый важный элемент черкесский – газыри, бустамаш на ингушском языке, которые сделаны из натуральной кости – рогов, буйвола или коровы. Вот это именно колпачок сделан именно вот из этой кости. Это тоже очень редкость, сейчас их не встретишь. Мы привыкли видеть вот эти навершие вот этих газырей, орнаменты из серебра, да, они больше такую, мы знаем, что такую декоративную функцию выполняют. А вот это действительно функциональные газыри, которые, наверное, сохранили вот ту эпоху. И мы очень гордимся, что в наших фондах они есть. Наиболее ярким и выразительным предметом материальной культуры каждого народа является одежда. У ингушей она была разнообразной. Потребности в одежде и в тканях удовлетворялись за счет местной сырьевой базы. В то время использовались и привозные ткани. В каждой семье умели шить, этим занимались женщины. Мужская одежда была строгой и скромной, хорошо приспособленной к местным условиям и вместе с тем отличалась простотой и элегантностью, что отвечало их нравственным и эстетическим запросам.